5 мільёнаў 200 тысячаў праглядаў і 50 тысячаў каментароў толькі на Ютубе. Хтосьці ведаў ледзь не ўсё, а хтосьці адкрыў для сябе сапраўднае аблічча апошняга дыктатара Еўропы. Але ведаеце, што мяне больш за ўсё ўразіла ў фільме залатое дно. Ні золата, ні палацы, ні нават самалёты. За гэтым усім я пільна назіраў усе апошнія гады пра шмат, што сам пісаў. Мяне ўразіла гісторыя, якую я ў фільме пачуў упершыню пра тое, што Лукашенка раз'юшыўся, калі даведаўся пра цяжарнасць Ірыны Абельскай, біў яе за гэта. Біў так, што тая была сіняя. Распавёў пра гэта беларускі мадэльер Саша Варламаў, які знаходзіцца зараз з намі на відэасувязі. Саша, добрый вечар. Добрый вечер. Вось у мяне такое, ведаеце, ёсць уражанне пэўнае, што Мікалай Лукашенка гэты фільм паглядзеў «Залатое дно». Я памятаю, што ён пільна сочыць за тым, што адбываецца ў інтэрнэце. Думаю, і гэтую падзею ён не прапусціў. Даведаўся пра адносіны сваіх бацькоў. Але адкуль вам вядома вось пра тое, што адбылося? Пра якіх абставінах вы даведаліся пра гэтыя рэчы? Вы знаете, я с Ириной Абельской встретился непосредственно вот так, лицом к лицу, уже практически перед тем, как она уходила в декрет. Я работал с медиками, она возглавляла вот это управление, которое лечкомиссией называется. Вот. И она просила меня лично участвовать с показами моды на День медработника, который проходит, по-моему, в июне. Вот. И уже тогда, когда я увидел ее непосредственно лицом к лицу, тогда я понял, что тогда, когда я случайно был в лечкомиссии, я увидел ее там, но она там была как пациентка. Она была действительно... Удивительно страшный вид, была опухшая, отекшая, она была черно-синяя. Я потом сразу буквально, когда вышел, позвонил Людмиле Сидорской. Людмила Сидорская возглавляла патронажный совет мельницы моды. Вот. И я спросил, а что вот это за женщина, потому что слишком уж это было как бы неуместно в такого уровня больницы. Она то ли приехала случайно, то ли она там поправляла свое здоровье после избития. Она мне сказала, Сидорская, откровенно, что ее Лукашенко очень сильно избил. Избил, когда уже невозможно было делать аборт, и когда, потому что шла борьба за влияние на Лукашенко. Влияние это было через Абельскую, через маму Абельской. Была вот эта вот сторона, где был Коноплев и Козулин, и они тоже влияли каким-то образом. Это шла борьба за спиной, Лукашенко это нравилось. И, конечно, все хотели вместо Абельской видеть кого-то другого, кто бы лоббировал взгляды, скажем так, Коноплева, Козулина или какие-то другие взгляды. И шла очень сильная борьба, закулисная борьба. Так как я модельер, и волей судьбы мне приходилось одевать чиновников, очень высоких чиновников. Вот. И я был свидетелем вот этих вещей, когда они, например, как рассказывают все. Это как на приеме у гинеколога, что ли, так могу сравнить. Но я был модельером, и я знаю какие-то многие вещи, потому что мне просто передавали, рассказывали, когда люди стояли, например... Дворцовые сплетни, так званые, правда? Дворцовые сплетни. Это не дворцовые сплетни. Вы знаете, сплетнями это можно назвать тогда, когда это выходит за стены этого дворца и гуляет само по себе, там уже прибавляют, убавляют и так далее. А когда это происходит внутри, закрыто, я бы никогда, в принципе, не стал бы говорить об этом. Но дело в том, что я ведь сам пострадал из-за того, что Лукашенко на мое место практически поставил свою любовницу. Саша, да гэтага мы яшчэ зараз вернемся. Аўтары фільму «Залатое дно», які выйшаў на гэтым тыдні, называюць вас суценёрам Александра Лукашэнкі. Вось як вы успрынялі ўвогуле вось такі зварот да вас, і ці не лічыце, што такая характарыстыка ўсё ж такі можа вам не адпавядае? Вы знаете что, для того, чтобы говорить о том, кто сутенер, нужно разобраться, кто такой Нагорный и Егор Хрусталев, который вел новогодние огоньки с приглашением
несовершеннолетних моделей Сергея Нагорного. Кто такая Тамара, кто такой Григорий Бондарев, техника и Экспофо. Есть там такая выставочная компания, которые обслуживали не Лукашенко, а Совет Министров, это вот бизнесмены, которые пониже уровнем. Вот, надо спросить у них. Дело в том, что я и моделями занимался только лишь потому, что я не хотел пользоваться ни моделями Нагорного, ни моделями Тамары, потому что я не хотел выносить в мельницу, в мою мельницу моды, привкус вот этой продажности. У меня модели работали только на мельнице моды и только со мной. И я из-за того, что я не хотел отдавать их Лукашенко, меня, в принципе, и арестовали. А што спрабавалі браць да Лукашэнкі дзяўчын з вашай Да, мельніцы? да, это было несколько раз. В этом участвовал Коноплев, в этом участвовал Козулин. Но мне пришлось позвонить по телефону и пригласить 3 женщин легкого поведения. Вот, потому что я не мог своих туда отдать. Это просто невозможно было. Вот. И когда Козулин узнал, по походке узнал, они только шли от лицея БГУ к машине, машина тотчас же тронулась, и он уехал, потом по телефону звонит мне: ты что, с ума сошел, зачем ты мне проституток? Я говорю, а кого? Моделей. Я говорю, нет, извините. Вы кажаце, што вось абаранялі сваіх мадэляў, але казалі таксама, трэба вызначыцца, хто тады Нагорны і Хрусталёў, дык хто ж яны ў вашым вось вызначэнні, хто гэтыя людзі, як бы вы іх назвалі? Это люди, ну, например, Нагорный в начале 2000-х годов вместе с МВД проводили конкурс «Супермодель мира» в Белоруссии, когда это проходило в театре Янки Купалы, когда стояли милиционеры, отсекали родителей и оставались родители на улице, а сами несовершеннолетние модели, мальчики и девочки, они заходили в зал. Ну, я представляю, сколько тогда эшелонов поездов ушло вместе с несовершеннолетними моделями в Москву. А что делать в Москве? Это понятно. Пусть Григорий Бондарев расскажет, что с его дочерью стало. И пусть Тамара расскажет, что с ее дочерью стало. Как они доигрались. Одной уже нет в живых, вторая наркоманка. Пусть это все будет известно. Это можно сделать на этой теме отдельную передачу. А Егор Хрусталев, который хороший ведущий, толковый, умный парень. Но когда он объявлял белый танец, и когда девушки Сергея Нагорного подходили к министрам и приглашали на белый танец, отказаться нельзя. Женщина приглашает. Только 2 женщины смогли отказаться. Это была Сидорская и это была Мартынова. Они сказали: дорогие, милые девушки, своих мужей мы уже до вас пригласили. И тогда они танцевали со своими мужьями. А все остальные вот с этими синюшными в стоптанных шпильках, платьях, взятых на прокат. Это позорище какое-то. Но, понимаете, вот все действие Сергея Нагорного построено на том, что он работал на Лукашенко, на поставку моделей. И поэтому у него первого была лицензия на проведение, на организацию модельного агентства. Тамара была второй, и больше потом ни у кого не было. Мне это было не нужно, потому что я не занимался моделями. Я занимался модой, мы делали коллекции. И мы приглашали людей для показа коллекции. Мы сами работали с этими людьми для того, чтобы они показывали дизайнерскую моду. Они после этого не ходили никуда, ни на какие вечеринки, ни на какие фуршеты после показов. Это совершенно другой мир. Ведаеце, вось калі беларусы бачаць, напрыклад, побач з Александром Лукашэнкавым там міс Беларусь, Марыю Васілевіч, ну, розныя думкі з'яўляюцца, але ўсё ж такі людзі схільныя вераць у лепшае. А вось вы калі бачыце, напрыклад, Марыю Васілевіч побач з самаабвешчаным кіраўніком краінай, як вы рэагуеце? Вы што вы думаеце ў такія секунды? Я думаю, что эта девочка просто-напросто продала себя. Потому что я очень хорошо знаю, что творится в Национальной школе красоты. Перед тем, как меня арестовать, за 2 недели до этого мне предлагали стать художественным руководителем Национальной школы красоты, чтобы я мог там сделать центр современного стиля и моды, для того, чтобы можно было производить одежду.
которую делают молодые дизайнеры. Но когда я сказал, что, вы знаете, если там придется заниматься подготовкой девушек для конкурса «Мисс Беларуси», а это конкурс, который 100% туда идет, со всеми заключен был контракт на 2 года с какими-то, вот, что они там обязаны отрабатывать, им за это дают и квартиры, и машины. И Нина Гончарова одна из них, которую вместо меня поставили, скажем, и дом моделей белорусский тоже отдали ей. Что она за полгода сотворила с этим домом моделей? Она ведь полностью разорила его, она распустила все. Там сейчас кроме его офиса, ее офиса и швейного отделения, которое изготавливает форменную одежду какую-то, вот, там больше ничего нет. Это то, что произошло с домом, с белорусским домом моделей. Это можно себе представить, с центром моды. Так, извините, что у них в голове, у этих девушек, которые точно знают, что им придется делать? И что они за это получат? Ну, конечно, я понимаю, не родись счастливой, а родись красивой. Но вы знаете, это глупая пословица. До добра это еще ни одну женщину в мире не довело. Саша, дзякуй вам вялікі за гэты расповед. Думаю, на гэтай ноце мы і скончым. Нашых гледачоў таксама заклікаю паглядзець фільм пра жанчыну Лукашэнкі. Белсад зняў, ён мае ўжо амаль 1 мільён праглядаў на Ютубе, і там, дарэчы, Саша Варламаў з'яўляецца галоўным персанажам, які распавядае гэтай гісторыі. Дзякуй вам яшчэ раз вялікі і добрага вам вечара. Добрый вечер.